Продолжаем наш эфир выпуском новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И вот темы этого часа. 15 пожаров ликвидировали в Якутии за сутки. Сложная остается ситуация в Горном районе. Озвучим последние данные. Тем временем Якутск утопает в дождевой воде. В усиленном режиме ведут работы по откачке. Белая медведица, спасенная в Якутии, сейчас находится в вольере московского зоопарка. Скоро ей начнут выбирать имя. Глава Якутии провел в селе Кюрелях оперативное совещание по тушению лесных пожаров. Айсен Николаев встретился с мобилизованными работниками, местными жителями и добровольцами. Так, в Улусе действуют несколько крупных пожаров, которые еще не локализованы. Основные силы брошены на борьбу с 2 пожарами в районе Магарас. Глава подчеркнул, что это уже дало хорошие результаты. Напряженная ситуация сейчас также сложилась вблизи 3 сел – Кюрелях, Асыма и Бескюэль, вокруг которых идет борьба с огнем. В Улусе собрана самая большая группировка по тушению лесных пожаров в республике. Ежедневно с огнем борются порядка 600-700 человек. Также привлечено около 100 единиц техники, добавил Айсен Николаев. 15 пожаров ликвидировали в Якутии за сутки. Об этом на брифинге сообщил первый вице-премьер правительства республики Дмитрий Садовников. Он также отметил, что локализовано 17 возгораний. Всего в настоящий момент на территории региона действуют 220 лесных пожаров. Борьбу с огнем ведут более 2000 человек и 250 технических средств. Продолжает работать и авиация. Так, самолеты Б-200 и Ил-76 работали в Нюрбинском и Сунтарском районах. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Ленского, Нюрбинского, Алекминского, Аймиконского, Тампонского, Татинского, Сунтарского и Хангаласского районов, где зарегистрировано 202 очага пожаров. Сотрудниками проведена работа по прокладке и расширению минерализированных полос вдоль населенных пунктов Кюрелях, Киптин и Магарас, а также тушение отдельных очагов по периметру пожаров. Также вдоль трассы на территории Горного района выставлены посты безопасности со специальной техникой. Добровольцам в тушении пожаров лекарства передала глазная больница. Препараты помогут защитить глаза от ожогов и воспалений из-за дыма. В течение недели медики сформировали мини-аптечки из лекарств для глаз, стерильных салфеток, защитных масок и памяток по применению капель во время работы в полевых условиях. Также они дополнительно приобрели технические респираторы, защитные очки, тюк марли для увлажнения и защиты кожи лица. Мини-аптечки и экипировку передали волонтерский штаб по борьбе с лесными пожарами. К другим темам в России появится правительственная комиссия по ликвидации последствий подтоплений на Дальнем Востоке. Решения комиссии будут обязательны для федеральных и региональных органов госвласти. Орган должен будет организовывать работы федеральных министерств и ведомств, а также региональных властей и организаций, задействованных в ликвидации последствий ЧС. Предполагается, что это ускорит принятие решений и позволит завершать все запланированные мероприятия в кратчайшие сроки. Состав комиссии Кабмин утвердит отдельным распоряжением. Также Россия возобновляет авиасообщение с Чехией и Францией, прерванное из-за пандемии коронавируса. Речь идет о маршрутах Москва-Париж и Москва-Ницца с частотой 4 рейса в неделю, Санкт-Петербург-Париж и Санкт-Петербург-Ницца с частотой 2 рейса в неделю, а также Москва-Прага с частотой 4 рейса в неделю. Кроме того, увеличивается количество регулярных рейсов в Австрию, Бельгию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Ливан, Хорватию и Эфиопию. Глава Якутии проконтролировал ход работ по строительству объектов по государственно-частному партнерству. Рассмотрено строительство 4 объектов: поликлиники и городской больницы номер 2 на 600 посещений в смену, республиканской специальной коррекционной школы-интерната на 120 мест для детей с нарушениями речи, государственной филармонии Якутии и арктического центра эпоса и искусств и круглогодичного детского центра отдыха и оздоровления «Полярная звезда». Айсен Николаев отметил, что по объектам в целом проведена большая работа. Глава обратил особое внимание на строительстве в соответствии с графиками, на своевременное решение финансовых и технических вопросов. В Якутске продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Медучреждения получили новые партии препарата «Спутник Ви».
Так, Якутская городская больница номер 3 получила 800 доз. Вакцинация проходит без предварительной записи и прикрепления ежедневно с 9 утра до 3 часов дня. В здании работают 4 кабинета врача и 4 процедурных помещения. Для получения вакцины при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис медицинского страхования. Напомним, по поручению главы республики А.С. Николаева было увеличено время работы прививочных пунктов и количество бригад. В число основных пунктов вакцинирования помимо ЕГБ номер 3 входят поликлиника номер 1, медицинский центр, республиканская клиническая больница и Якутская городская больница номер 2. Хочется дать советы перед тем, как население, перед тем, как подойти на вакцинацию, чтобы заранее корректировали артериальное давление. То есть очень много случаев, когда люди, особенно люди пожилого возраста, подошли на вакцинацию, у них давление 150, 190, иногда и 200. То есть им противопоказано. То есть люди постояли в очереди и идут обратно домой, пока они не скорректируют давление. Министерство внутренних дел определит места установки камер фиксации и использования телефонов за рулем. Кроме этого, практику видеофиксации пользования телефоном во время движения, которая применяется только в Москве, распространят на другие регионы России. С начала года сотрудники полиции выписали в столице по камерам почти 56 тысяч штрафов за данные правонарушения. Возвращаемся в наш регион. В Якутске в усиленном режиме ведут работы по откачке дождевых вод. Техника и рабочие коммунальных служб мобилизованы на устранение последствий дождя. Откачивают воду с улиц Богдана Чижика, Кальвица, Дзержинского, Аюнского, Октябрьская, Тимирязева, Якутская, Каландришвили, Байкалова, Лонгинова. Работают 6 единиц специализированной техники компании «Якутдорстрой». Работы по промывке труб ведут на улицах Орджоникидзе и Лермонтова. А в Ленске, в черте города, находятся поля ядовитого борщевика. Еще в 70-е годы прошлого века его выращивали на корм скоту. В 2015 году борщевик признали опасным. А год назад Совет Федерации предложил наказывать граждан с сорняком на участках. Чем опасно растение и какие еще проблемы от сорной травы в городе, расскажем далее. Чувствовать запах скошенной травы ленчане будут до конца июля. К этому времени в городе закончится покос сорняков. За месяц подрядчики привели в порядок центральные улицы, парковую зону и набережную. По нормам косят сорняки выше 10 сантиметров каждые 20 дней. В Ленске хватает одного раза за сезон. Косить траву не только обязанность муниципалитета и погоня за городской эстетикой. Трава и сорняки – любимое место клещей. В Ленске укусили 89 горожан, на 10 больше, чем в прошлом году. Опасные места – дачи и микрорайон Чанчик, реже парк и улицы города. Серьезных осложнений у людей не было. Влияет вакцинация от клещевого энцефалита. В этом году у нас привито более 5000 уже, вакцинировано и ревакцинировано в целом. Детская вакцина, она бесплатная, взрослая, она платная. Курс вакцинации 3 прививки, с разницей в полгода первые 2 вакцинации. Покос спасет еще от одной проблемы. В Ленске этим летом урожай борщевика. Сорняк выделяет ядовитый сок с фурокомарином. Вещество повышает чувствительность организма к солнцу. Коснувшись травы, можно получить ожог 2-й степени, анафилактический шок и даже ослепнуть. Вот только признаки проявляются через 48 часов. По словам специалистов Роспотребнадзора, в городе таких жалоб не фиксировали. Ядовитым считается борщевик Сосновского. Отличить его от других сорняков просто. Он вырастает до 3 метров, у него крупный стебель и большие зонтики с белым соцветием. Борщевик быстро разрастается. К концу сентября он дает более 1000 семян. Поэтому самый пик, когда можно получить ожог, это конец лета. Поля борщевика в центре города, вблизи остановок и пешеходных зон. И даже возле детских площадок. Еще больше на заброшенных дачах. Но если в городе и у многоэтажек сорняк убирает муниципалитет и управляющие компании, то частный участок – дело граждан. Для этого есть функции муниципального земельного контроля, так называемого. То есть мы сейчас как раз занимаемся, то есть выявляем те участки, на которых большое количество этого борщевика, которые мешают соседям, так сказать, и пытаемся воздействовать на этих людей. Но опять же, поймите, это частная собственность, то есть мы не можем там взять и залезть на нее, да, грубо говоря, или заставить каким-то образом.
Заставить и правда не получится. В Ленском районе штрафы за борщевик не выписывают, как, например, в Москве или в Ярославской области. Там жители, которые не удаляют с частного участка заросли ядовитого сорняка, получают санкции до 5000 рублей. Поэтому ленчанам остается самостоятельно выкапывать и травить заразу, либо оставлять заявки в отделе ЖКХ. Юлия Золотарева, Анастасия Белокреницкая, телеканал «Алмазный край». Белая медведица, спасенная в Якутии, сейчас находится в вольере московского зоопарка. Напомню, истощенная медведица возрастом около 2 лет вышла к людям в поисках пищи и воды 11 мая в районе поселка Джабарики-Хая Тампонского района. В ходе обследования в республиканском зоопарке Орто-Дайду выяснилось, что у зверя имеются проблемы с пищеварением, наблюдается дефицит массы тела и отсутствует 1 клык. 22 мая медведица была отправлена в Москву самолетом военно-транспортной авиации для реабилитации в зоопарке. Очень умная медведица. Сейчас проходят с ней ветеринарные тренинги наши ветеринары. Она уже самостоятельно ставит лапу, ветеринарный рукав, показывает пасть. Соответственно, можно осмотреть ее клыки, дает проверить ее шерсть. Медведица очень умная, хорошо реагирует на женский голос. Тем самым мы предполагаем, что, скорее всего, медвежонка она все-таки содержалась где-то, возможно, во дворе у людей, потому что она очень боится мужской голос, но очень хорошо относится к женскому голосу. Ну а вскоре сотрудники столичного зоопарка объявят конкурс на выбор имени для медведицы. Якутян призывают принять участие в конкурсе, ведь именно благодаря жителям нашей республики получили свои имена медведица Умка Аяна в Екатеринбурге и дети Колыманы Харчана в Санкт-Петербурге и Алмаз из зоопарка Орто-Дайду. Гоночный болид изо льда оставили таять на жаре в центре Лондона на 24 часа. Цель акции – привлечь внимание к проблеме глобального потепления. Подробности далее. Пока Великобритания переживает волну аномальной жары, американская фирма по оказанию профессиональных услуг Genpact решила провести в Лондоне акцию Melting Point – точка таяния, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам глобального потепления. В партнерстве с британской командой Формулы Е Envision Virgin Racing они установили недалеко от Тауэрского моста ледяную копию гоночного болида в натуральную величину. Люди могут принять участие в конкурсе, попытавшись угадать у нас в Твиттере с точностью до 0,2, насколько именно процентов растает наш болид. За каждого участника Genpact пожертвует $1 Arctic Ice Project. По истечении 24 часов выяснилось, что гоночный болид из 594 галлонов льда, это около 2248,5 литров, растаял на 66,01%. Победитель, которого компания объявит позже, получит 2 билета на любой этап чемпионата Формулы Е 2022 года по его выбору. Сколько именно человек приняли участие в розыгрыше, не сообщается. К этому часу это все новости. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.